За право стать депутатом городского совета Сунжи боролись свыше 50 кандидатов от 4 политических партий. Правда, число мандатов в 2 раза меньше, всего 20. Как и ожидалось, большинство из них закрепилось за «Единой Россией». У них 15 мандатов. Всего голоса единороссам отдали 74% избирателей. 3 от «Справедливой России» и по 1 мандату у представителей ЛДПР и КПРФ. Каждый из них в течение последних месяцев встречался с жителями и избирателями, чтобы выявить проблемы и наметить первые шаги на пути их решения. Городская канализация у всех на слуху. Соответственно, если эта проблема решится, у нас наладится и работа и водоканала, вода будет хорошая. Потом у нас намечается строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Свалка у нас более сейчас цивилизованная. Первые выборы в горсовет Сунжи прошли на самом высоком уровне, подводит итог в региональном избиркоме. Из 19 тысяч человек своим правом голоса воспользовались более 15 тысяч избирателей. Из них 188 голосовали впервые. Явка по городу составила 82,6%. Медпункты, комнаты отдыха и для молитвы на всех 9 участках, где избиратели постарались создать комфортные условия. Большое внимание уделили и вопросу безопасности. С самого утра на всех участках дежурили сотрудники правоохранительных органов. В избиркоме отмечают, нарушение ни в день голосования, ни в ходе предвыборной кампании не зафиксировано. Вовремя подвели итоги выборов на участках, протоколе ввели в государственную автоматизированную систему выборы в установленные сроки. Все 100% протоколов они обработаны вовремя. Выборы в горсовет – первое большое событие в истории нового города, подготовка к которому началась задолго до дня голосования. Еще 3 месяца назад органы местного самоуправления совместно с региональным избиркомом разработали подробный план мероприятий, чтобы первые в истории города выборы стали для жителей настоящим праздником, ознаменовавшим начало развития Сунжи в новом статусе. Все работали хорошо, и структуры помогали, и РОВОДа помогала, и глава района, и райсовет, и избирком. Лично у меня впечатление очень хорошее осталось, ни на кого не могу жаловаться. Самый первый вопрос, волнующий жителей Сунжи, не остался без внимания новых депутатов. Цены на коммунальные услуги, льготы учителям и другим категориям лиц. Какие изменения ждут горожан? Цены на льготы и цены заморожены на ближайшие 5 лет. Ну, тарифы, конечно, будут повышаться, но это как бы федеральные тарифы, не из-за того, что там создали город, практически людей это не коснется. Только плюсы. Уже в субботу всем избранным депутатам вручат удостоверение, а уже в понедельник на первом заседании городского совета будут избраны председатель и заместитель. Зульфия Мислоурова, Рахман Цуров, Новости 24.